Кто такой Орхан Инанды, последний? Член террористической организации. Türk-kanı, Kırgız-kanı okşoş. Bu teröristlerden kanı çok. İt, üret beret, kervancı üret beret. И Орхан Инанды всех обманул. Всех обманул. Sırtı mugallim. Sırtı Sapat Bilim Берүү Мекенесinin президенти. Ичи Джаман Киши. Что я хотел бы сказать? Я говорю, Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Здравствуйте, господин посол. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Первый вопрос, конечно, вы недавно вступили в свою должность. Ваши первые впечатления от нашей страны и, на ваш взгляд, насколько она может быть интересна для Турции? Спасибо. Прежде всего, я поприветствую вас. Меня зовут Ахмед Садык Туан, я посол Турецкой Республики в Кыргызстане. Около 2 месяцев назад я начал работать в Кыргызстане. Первый раз я был в Кыргызстане, это в 2001 году. И тогда я был дипломатом в Казахстане. И мы приезжали отдыхать на Issыкуль, посещали Сум в Бишкеке, гуляли в Бишкеке. У вас очень красивый парк здесь. И возвращались в Казахстан. Хочу рассказать вам о кыргызском народе с точки зрения посла Турции. Во-первых, нигде в мире вы не найдете такой гостеприимной нации, как кыргызы. Во-вторых, как знаете, Кыргызстан — это горная страна, и эти природные условия делают людей сильными, очень сильными. Данный кыргызский характер, по-моему, мне очень нравится. Я это очень уважаю. Отношения между Турцией и Кыргызстаном будут развиваться сейчас и дальше развиваться. Я работаю для того, чтобы расширить разнообразие нашего сотрудничества. Как вы знаете, Турция — это первая страна, которая признала независимость Кыргызстана. Мы многие сделали вместе за 30 лет. И я уверен, что светлое будущее ждет нас и наше сотрудничество. А насколько наша страна может быть интересна для Турции? Ну, в плане инвестиций, как бы, на ваш взгляд? Инвестиции уже есть и будет развиваться. Более инвестиции, я уверен, что планировать будем. И экономические отношения тоже позитивно продолжают. Скоро откроется больница здесь, извините, доступ скоро откроется. Поэтому много надо делать. Есть много делать и работа много. Сотрудничество сильное и близкое. Поэтому я уверен, в будущее все будет позитивно, больше позитивно. Ну, вы допускаете, что недавно президент Эрдоган заявил, что товарооборот между Кыргызстаном и Турцией можно довести до $1 миллиарда? Вы как считаете, это возможно действительно сделать? Это, конечно, возможно. Конечно, возможно. Мы используем все потенциалы. У нас потенциал большой есть. Это можно делать. Просто надо работать за этого. Ну, это вопрос, который сейчас всех волнует. Вы могли бы прокомментировать эту ситуацию с Орхан Инандой, как бы? То есть некоторые кыргызстанцы пишут, что он был похищен на территории Кыргызстана, как бы. То есть здесь вы можете ответить, так ли это было на самом деле или нет? Во-первых, не надо волноваться. Видите ли, мы требовали экстрадации Орхан Инанды
в Турцию еще 3 года назад по объявлению создания руководства вооруженной террористической организации. Мы сообщили властям Кыргызстана еще в то время в дело об экстрадиции, что он был гражданином Турецкой Республики. Я сейчас удивлен тому, что сейчас происходит. Тогда мы сообщили, что он был гражданином Турецкой Республики, документы дали, показали. И сейчас юридический статус его объявлен. Орхан Инанды является руководителем ФЭТО в Центральной Азии. Он был задержан в результате операции, проведенной за рубежом Национальной разведкой Турецкой Республики и передан правосудию Турции. На мой взгляд, похищение, здесь говорят похищен, похищение неправильное слово. Правильное слово задержать и передать правосудию. Скоро начинается судебный процесс в Турции. Есть те, кто убегает от закона, или есть те, кто похищен от закона, но вы ловите беглеца. При этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен. Если бы 251 ваших граждан погибло бы в результате террористического акта в Кыргызстане, вы бы хотели перевести человека в Кыргызстан также, разыскиваемого за то, что он был членом организации, которая это сделала, и передать его суду. Не так ли? Поэтому не надо волноваться, все нормально. И скоро начинается судебный процесс в Турцию. У меня вопрос, господин посол. Допускается ли в Турции двойное гражданство? Ну, то есть это законно ли? То, что у него еще имеется и паспорт Кыргызстана. Это в Турции законно считается? Или это не допускается законодательством Турции, как бы, двойное гражданство? Ну, сейчас уголовное дело завели насчет паспорта Кыргызстана. То есть задержали сотрудника ГРС, ну, наше министерство, за то, что за незаконную выдачу паспорта, как бы. То есть в Турции насколько это преступлению к этому отношению? Дальше я буду отвечать вторую часть вашего вопроса, но я согласна, я скажу, согласно закону о турецком гражданстве возможно получение нескольких гражданств. Это возможно. Но и вам не нужно декларировать, когда вы получаете гражданство другой страны, пока вы являетесь гражданином. Но если вы этого не сделаете, нигде не будет видно и не будет заметно, что вы также гражданин другой страны. Орхан Инанды не сообщил Турцию, что он является гражданином Кыргызстана, и Кыргызстану, что он сохранил свое гражданство Турции. Но для нас Орхан Инанды – это гражданин Турецкой Республики. Соответственно, вопрос, насколько опасен этот человек для общества? Да, объясню. Орхан Инанды с 2001 года до сегодняшнего дня действовал как руководитель ФЭТО в Кыргызстане. В 2017 году с поручением лидера организации ФЭТО Фетулла Гülена стал руководителем ФЭТО в Центральной Азии, включая Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и также Азербайджан. Во время своего пребывания в Кыргызстане он часто бывал в штаб-квартире главаря ФЭТО Фетулла Гülена в Пенсильвании
В последний раз он там был в марте этого года и получал поручение от Гülena. Его имя Инанды, Орхан Инанды, связано с такими высшими руководствами данной организации, как Мустафа Özcan, Naci Tosun и Барбарос Кожакурт. Далее. Он является позволителем Байлок. Что это Байлок? Это секретная коммуникационная программа ФЕТО. С поручением, которое он получил из Пенсильвании через Байлок, через эту программу, которая является секретной коммуникационной программой, он позаботился о том, чтобы беглые элементы террористической организации в Кыргызстане на какое-то время бежавшие из Турции оставались и незаконно получили кыргызские паспорта. 25 высокопоставленным членам ФЕТО, включая Мустафа Özcan и высшего председателя правления Банка Азия Али Челики. Он это планировал. В период с 1985 по 1995 года, когда он находился в Турции и принимал участие в организационной деятельности, работал в террористической организации на должности смотрителя в секретных домах организации ФЕТО, в котором жили студенты, и также менеджера, консультанта и директора по образованию, и действовал под руководством организации вместе с Бекир Ünal и Саид Аксой. В этих годах, когда он жил в Анкаре, Орхан Инанды встречался с Adil Öksüz на встречах, проводимых в домах организации. А кто такой Adil Öksüz? Он является руководителем переворота, совершенного 15 июля 2016 года в Турции. Понимаете, сколько опасно. Он работал вместе, Орхан Инанды, с высокопоставленными руководителями данной организации, управлял разными деньгами в Средней Азии, обманывая простых людей в темных селах организации. Орхан Инанды злоупотребил репутацией турецкого государства, работал на террористическую организацию сначала под видом учителя в Казахстане, затем под шляпой руководителя образовательных учреждений. Точно так же, как параллельная государственная структура создания террористической организации Gülenistay в Турции, он также параллельное государство здесь создал. Орхан Инанды осуществовал деятельность в Кыргызстане, используя имя Турция. Для Кыргызстана он больше не представляет опасности. Все закончено. Фильм закончен. Турецко-кыргызские отношения устранили большую опасность. Поэтому сейчас важный момент. Это очень важный момент этого интервью. У меня есть несколько важных вопросов. Во-первых, как Инанды получил кыргызское гражданство? Законным ли путем? Во-вторых, скольким членам террористической организации Gülenistay, которые никогда не были в Кыргызстане или приезжали сюда на короткое время, Инанды посодействовал в получении кыргызского гражданства? Чем они занимаются в этих странах сейчас? Кому они служат с кыргызскими паспортами? Ответьте за эти вопросы и будут найдены. Ответьте найдены. Ну, еще вопрос тогда. Многие гюленовцы в Кыргызстане имеют, знаете, бизнес, да? Имущество какое-то определенное имеют. Есть ли опасность, что эти финансы уходят именно на развитие террористической организации, как бы, в самой Турции, как бы?
Вот, ну, есть ли такая информация, как бы? Видите, вот я ответил уже на часть вопроса. Учебные заведения только для вида. Это SAPAT, bilimler veriyor mekanisi. Это только для вида. Образовательные учреждения служат для легитимации террористической организации на глазах простых людей. Это просто вида. Во-вторых, учебные заведения и создание ими коммерческие компании, такие как канцелярия Антекитап, Нетекитап, Кыртасия или торговый центр ВФА, представляют финансирование организации. Люди этого не знают. Арендаторы там не знают. Фирмы, которые там работают в ВФА, простые люди, не знают. Родители студентов в САПАТе не знают. Они не могут знать. Понимаете? Это секретная организация, не могут знать. Для них дети там учатся. Ну, это не так. Люди этого не знают, и у них нет возможности узнать внутренние сущности организации. В-третьих, гюленисты, террористическая организация ФЕТО, стремятся возглавлять членов террористической организации через создание ими структуры. В-четвертых, они стремятся разрабатывать политику в стране, в которой находятся. Такие компании, как торговый центр ВФА и канцелярия Нетекита, являются имуществом Турецкой Республики. Надеюсь, что эти судебные дела, короткие, не завершались 4 года, которые не завершились 4 года, теперь завершенные. Это судебный процесс. Наш юрист по поводу торгового центра ВФА дал необходимые объяснения. И мы никогда не говорили, это важно, мы никогда не говорили, что как-то торговый центр ВФА будет передан турецкому государству. Наши кыргызские братья, у которых был магазин, вынуждены будут покинуть здание. Нет. Мы гарантируем, что они будут работать там, в лучших условиях, с меньшей арендой платой. Это просто была пропаганда и манипуляция террористической организации здесь. Как условия, хорошие условия есть для них. Поэтому нам нужно подождать конца судебного процесса. Вот. Если правительство Кыргызстана захочет работать с нами по школам, САПАТ, мы готовы. Мы готовы. Но это вопрос решается в Министерстве образования Кыргызстана. Однако мы не признаем их дипломы. И надеюсь, что это проблема. Это проблема. Как решается эта проблема, это решает Министерство образования Кыргызстана. Кто такой Орхан İnandı? Последний. Alın iki sureti var. İki sureti var. Sırtı mugallim, sırtı SAPAT bilim veriyor mekanizmasının prezidenti. İçi caman kişi. İçi bizim için член террористической организации. Bizim kanımız Türk kanı, Kırgız'ın kanı, Kırgız kanı. Türk kanı, Kırgız kanı okşoş. Bu teröristlerin
Kanı çok. Kanı çok. И что вот, продолжаем нашу работу. Все позитивно. Ну, вы еще хотели что-то сказать кыргызстанцам, как бы Да. обратиться? Это победа. Я говорю, есть очень короткие, что я хотел бы сказать. Я говорю, Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Сегодня у нас было интервью с послом Турецкой Республики в Кыргызстане, господин Махмед Садык Доганом. Спасибо вам за интервью. Спасибо.